Inilah laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada 2 November 2022 kemarin. Angkatan bersenjata Federasi Rusia diketahui masih melakukan operasi militer khusus. Pertama di arah Nikolaev Kryvyi, pasukan Rusia mencegah upaya untuk menerobos angkatan bersenjata Ukraina ke arah pemukiman Ischenko, Bruskinskoe, Sukanovo, dan Piatikatki di wilayah Kherson. Sebagai hasil dari kekalahan api dan tindakan tegas unit-unit Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula. 105 prajurit Ukraina, 2 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan hancur. Stasiun radar Ukraina untuk bantuan dan penunjukan target sistem roda lantai pesawat S-300 juga dihancurkan. Ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области. Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Ищенко, Веровка, Обрывка Херсонской области, Оборотновка, Викторовка Луганской Народной Республики, Орлянка, Владимировка, Граково Харьковской области и Польная Донецкой Народной Республики. В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов «Хаймерс» в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены 2 американские противорадиационные ракеты «Харм». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6967 единиц специальной военной автомобильной техники. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерия Вооруженных сил Украины выпущено 9 снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных Вооруженным силам Украины районов, населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции остается в норме. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.